Всем здравствуйте. Я Муратбаева Гульжан, супруга Сабитова Айбека, гражданского активиста. Ну ладно, потом поделимся. Я же не успела начать. 4 января мой муж вышел в поддержку жанаузенцев к акимату города Шымкент, но не успел он туда дойти, как его уже схватили и отвезли в Энбекшинское РУВД. Продержали там до 6 вечера. 7 числа к нам ворвались люди вооруженные в составе 5 человек. 3 были в полицейской форме, а 2 в гражданской. Никто из них не представился. В общем, они обманным путем сначала хотели проникнуть к нам в квартиру, но так как мы поняли, что это полицейские, мы попросили, чтобы нам предъявили документы. Но они сказали, что они взломают дверь, и мне пришлось открыть им, и они сразу скрутили нас с Айбеком. Вот. У меня отобрали телефон, Айбека скрутили, повалили на пол, несколько раз ударили и забрали в Аль-Фарабийский РУВД. Я туда за ними поехала и узнала в течение 3 дней от него не было никаких новостей. То есть 3 дня его держали в Аль-Фарабийском РУВД, потом, как оказалось впоследствии, его там избивали. На 3-й день, то есть 9 ночью, его судили, 10 его отвезли в Сарыагашский район в СИЗО. Там он просидел 15 дней, то есть его судили по 488 статье, часть 6. Вот. Когда его выпустили, я обнаружила, что у него на ногах были очень серьезные синяки, но они уже, по крайней мере, зажили к этому времени, и на спине у него были синяки. Я у него спросила, били ли его там. Он говорит, ну да, били, говорит, электрошоком, говорит, били по ногам, били дубинками, по спине били, заставляли приседать. Спали мы вот эти вот ночи в РУВД на полу. В общем, издевались как могли. Конечно, он все это мне рассказывать не будет, все подробности, потому что он знает, какая я впечатлительная. И, чтобы я не переживала, он мне много чего не рассказал, но я-то знаю, какими пытками подверглись задержанные в то время. В общем, 31 числа, когда он пришел на пробацию, там ему сообщили в 12 часов дня о том, что в 3 часа дня будет у него суд. Он не понял, в чем вообще проблема, почему меня не оповестили. Мы поехали в городской суд Аль-Фарабийский и ходатайствовали о том, чтобы суд перенесли на следующий день. 1 числа у него был суд, и там ему изменили меру пресечения по 405 статье, то есть с условного уже под стражу его забрали. Вот. Сегодня уже 17 число, он находится до сих пор на карантине, его не подняли в общую камеру. Вот. Сегодня я поехала отнести туда ему передачу, но как оказалось, что он до сих пор, в общем, там на карантине содержится. Вот. Вот это я хотела вам передать. Ага. То есть, выходит, он не участвовал в митинге, его до митинга забрали. Алло.